Соглашение о вопросах двойного гражданства с Абхазией подписали в Москве. Ваша реакция на эти новости? Я очень рад этим новостям. Приветствую их с большой надеждой. И также я уверен, со мной эту надежду разделяют множество граждан Абхазии, которые по определенным причинам не смогли вовремя получить российское гражданство. Теперь у них появляется такой шанс. Какой-то период жители Абхазии имели возможность получить российское гражданство. Тогда какое значение это имело для тех, кто получил это гражданство? Российское гражданство для жителей Абхазии. Да, мы получали гражданство России по упрощенной схеме, как соотечественники за рубежом. И это было до 2008 года, до признания России Абхазии. И программа паспортизации, если так называть, кампания по паспортизации, дала шанс огромному количеству студентов, молодых людей из Абхазии поехать на учебу за границу, нашим старикам получать пенсии и так далее, и так далее. Огромное количество наших граждан в полной мере смогли осуществить свои права человека, такие как свобода передвижения, да. И многие слушатели наши сегодня, они, услышав это, тоже вспомнят, что благодаря российскому паспорту они смогли посетить многие страны мира, да и вообще сделать себе жизнь проще. А сейчас, с 2008 года была приостановлена эта возможность получения российского гражданства. Сейчас в нынешних геополитических условиях какое это имеет значение? Вы знаете, этот договор о двойном гражданстве, он имел значение всегда. И даже в то время мы вели диалог с российскими коллегами по поводу подписания этого соглашения. И, были определенные трудности. Кто-то выступал против Абхазии, кто-то поддерживал это. И этому соглашению уже очень много лет. И я очень рад, что наконец-то произошла кульминация, когда оно подписано. А в развитии абхазо-российских отношений этот шаг о чем свидетельствует? Это взаимное доверие, взаимная дружба. Еще раз мы подтверждаем наши союзнические отношения. И многие, я помню, в Абхазии относились настороженно к этому соглашению. Говорили, что теперь 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. У нас есть закон, который регулирует вопросы получения гражданства. Просто сейчас у многих россиян, которые и живут уже в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается еще такая законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у наших граждан. А какая ответственность у граждан, у жителей республики, которые будут иметь двойное гражданство? Потому что сейчас особенно этот вопрос актуален в связи со спецоперацией на Украине и вообще развитием этих событий. Если говорить о призыве на военную службу, то здесь есть другие соглашения, которые это регулируют. В этом соглашении тоже будет отражено. Но ответственность еще учтите, что гражданство, которое имеют граждане Абхазии, которое выдавалось раньше нам до 2008 года, выдавалось как гражданам России, живущим за рубежом. Другими словами, граждане России, которые являются, например, гражданами Франции, также у них тоже было такое гражданство, заграничный паспорт, гражданство России, но не было внутреннего паспорта. Вы сказали про опасения, которые когда в самом начале этот документ обсуждался, документ вызывал опасения у части населения здесь в республике, что гражданам России это даст возможность тоже получать гражданство, это вопросы, связанные с недвижимостью и так далее. Но, как нам объяснили еще в сентябре, здесь речь не идет о том, чтобы граждане России могли тоже в таком встречном порядке получать гражданство Абхазии. Тут исключительно о том, чтобы наши граждане республики могли российское гражданство получать.
Нет, двойное гражданство в этом случае подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданство друг друга. Но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти нормы и процесс. И у нас в Абхазии есть свой закон о гражданстве Республики Абхазия, который регулирует вопрос возможности получения гражданства. А вот представляя, да, этот документ перед подписанием на встрече наших министров в Абхазии и России, Лавров, министр иностранных дел России, он вот так начал свою речь, поблагодарил за позицию по вопросам, связанным с возникновением кризиса вокруг Украины, и сказал о том, что Россия будет поддерживать расширение международных контактов Абхазии. Да, это абсолютно верно, подписываюсь под этой фразой, потому что Россия всегда поддерживала наши стремления установить больше контактов с другими странами и поддерживала нас в этом. А вот это соглашение, которое было подписано в Москве, оно является вот шагом в направлении развития международных каких-то контактов? Позволит ли это расширить международные контакты благодаря такому соглашению? Как-то это связано? Нет, я не думаю, что это именно напрямую может быть с этим связано. Просто это будет удобно для многих наших граждан. А в плане вот этой политики по продвижению признания Абхазии международных контактов это не связано.